Органы местного самоуправления – основа благополучной жизни в каждом маленьком городе или селе нашей страны. За последние 20 лет мы очень много слышали о том, что закон о органах местного самоуправления, да и сами органы местного самоуправления должны реформироваться. Но дальше слов, как правило, не двигалось ничего. Новая власть решила приложить к реформам также свою руку, и о том, каковы эти реформы, нужны ли они и к чему они приведут, наш сегодняшний разговор в программе «Открытый Кыргызстан». Добрый вечер, я Александр Шахназаров. Прежде чем мы покажем сюжет, который подготовили для вас наши журналисты, я хотел бы представить сегодняшних гостей в студии. Ишинбай Кадырбеков, советник Тарага Джигорку-Кенеша. Мелис Талагонов, бывший глава Сайлыкского аильного округа, Чуйская область. Надежда Добрецова, председатель правления Института политики и развития. Сабыр Атаджанов, депутат Джигорку-Кенеша от фракции СДПК. Давайте, наверное, посмотрим сюжет, который для нас подготовили. Специалисты сегодня бьют тревогу. Нужно менять вертикаль власти, по которой работали и первый, и второй президенты, а теперь и новая власть предлагает те же правила игры. Так о чем же речь? Дело в том, что по действующей системе столица выступает центром управления всеми регионами и напоминает пылесос, который высасывает с периферии деньги, человеческие ресурсы. При этом отдача от центра почти никакой. Средства остаются в головном офисе, то бишь в столице. Отсюда и бедность, и рост внутренней и внешней миграции. Сейчас правительственный проект на прошлой неделе рассматривал Джигорку-Кенеш. Он практически то же самое, консервировал ту же самую бакиевскую систему, если честно. Потому что явно вместо президента кандидатуру мэра представляет только премьер-министр. Все, поменяли местами и все. Вот. А поскольку моего мэра фактически назначил государственный чиновник, президент или аким, тогда я, соответственно, свое недовольство работой мэра буду на кого проецировать? На президента или на акима, правильно? От этого страдает государственная власть. Претензии к власти возникают тогда, когда людей не устраивает качество жизни, когда они не видят перспективу и теряют веру в завтрашний день, отмечают эксперты. Глубинные причины социальных кризисов, дважды потрясших Кыргызстан в 21 веке, кроются в централизации управления. При отсутствии денег в бюджете это похоже на несправедливую дань, которую захватчики взимают с побежденного народа, не предоставляя ему взамен никаких благ, отмечают эксперты, и народ взрывается бунтом. Почему люди стремятся уехать в Бишкек? Из-за денег, из-за материальных проблем. Но еще они стремятся попасть в столицу, так как только здесь видят возможность для собственного развития, для развития своих детей. Это обескравливает регионы. Ведь главное богатство любой страны – это человек. Кыргызстан получит шанс обрести стабильность, стать процветающим современным государством, отмечают эксперты, только тогда, когда в каждом городе и селе будет местное самоуправление, способное влиять на условия жизни и развитие человека. И от того, как сможем мы на этом первичном уровне построить, скажем так, обслуживание нашего населения, зависит развитие самого человека. Что такое обслуживание на уровне местного самоуправления? Это дороги в нашем городе или в нашем селе. Это те же зеленые насаждения, парки. Это всевозможные инфраструктуры, это дороги, я говорю, дороги, тротуары, вот эти канализационные системы, да, те же остановки, те же арычная система, и питьевая вода, освещение. И все это вместе – это те услуги, которые на первичном уровне жизненно важны для каждого человека, и который орган местного самоуправления и призван эти услуги оказывать, предоставлять эти услуги. Как, на каком уровне все это будет предоставляться, от этого очень напрямую и зависит развитие самого человека. Как будут работать школы, в какие детские сады будут ходить, да, наши дети, в какие школы они будут ходить, в какие поликлиники, больницы они будут ходить. Вот это все, это в целом инфраструктура, которой ведает орган местного самоуправления и через которые он обеспечивает жизнедеятельность данного сообщества. А для этого человек должен сам всегда говорить и подключаться, что вода питьевая должна быть такого уровня, что дороги должны быть такими, что город должен быть в таком-то чистом состоянии.
самоуправления. Эффективность местного самоуправления зависит от того, кому оно подчиняется. И если глав МСУ будет выбирать народ, то народ и станет главным начальником и судьей местной власти. Вот тогда все усилия органов МСУ будут сосредоточены на создании условий для развития личности. Но у прямых выборов много противников, хотя позитивный опыт в истории нашей страны уже был. Мы уже апробировали в 2006-2007 году. У нас уже дважды в истории местного самоуправления были свободные выборы. Это в 2001 году, когда глава и Люкмету избирались самим населением, и в 2005 году. То есть система выборности населением, она была бы апробирована и получила достаточно хорошие результаты мы получили. Второй момент. Надо было нам уйти от централизации финансов. Эта система позволила настолько поднять потенциал, особенно в сельских наших муниципалитетах, что в некоторых айных округах эти показатели были увеличены в несколько раз. И я просто хотел бы привести пример один такой, что вот мы говорим, что вот Кыргызстан, почему местное самоуправление плохо развивается, только потому, что у нас, говорят, всего 10% муниципалитетов самодостаточно, а 90% они находятся на дотации. Так вот, эксперимент 2007 года позволил, значит, вот эту дотационность снизить до 70%. То есть уже 30% наших муниципалитетов были самодостаточными. То есть если бы мы этим шагом в этом направлении продвигались бы, мы могли бы снизить вот эту зависимость от центра, от нехватки средств. Получается, что государство искусственно препятствует развитию регионов. Такая политика работает против самого государства. При этом одни политические силы пытаются использовать местное самоуправление в своих интересах, а другие, наоборот, боятся его развития, опасаясь утратить свое влияние на местах, упустить электорат. Пришло время радикально менять не только законодательство в сфере МСУ. Сегодня политикам и обществу необходимо задаться вопросом, кому должны служить органы местного самоуправления и как вернуть им возможность создавать условия для развития человека. Выступая в парламенте, Омурбек Текебаев сказал, что нынешний закон об органах местного самоуправления не соответствует Конституции, входит с ней в противоречие. И сейчас хочу обратиться, Ишенбай, к вам с вопросом, в чем состоит это несоответствие? В чем состоит несоответствие между предлагаемым законом, между существующим законом об органах местного самоуправления и нашей новой Конституцией? Во-первых, надо обратить внимание на то, что народом было принято в Конституции в отношении местного самоуправления. И если действующий нормативно-правовой акт соответствует этому, это было бы хорошо. Я просто на два фактора только обращу внимание. Значит, сегодня, согласно действующего законодательства, в общей части, то есть Конституции в общей части, представительные органы местного самоуправления избираются только прямым выбором. Это не было предусмотрено в прошлом Конституции, и поэтому у нас получилось даже косвенные выборы. И уже косвенный выбор даже глав Айлыкмут, и даже на районные кеңеши предлагалось, и, возможно, в некоторых местах были косвенные выборы. Вторая очень значительная норма, которая введена в Конституции, это то, что исполнительная ветвь, то есть правительство, сегодня может назначать глав местных государственных администраций только по предложению местных кеңешей. Это настолько четко, ясно сказано, что не дает двойное толкование. И таким образом сегодня мы стали перед очень серьезной, как говорится, проблемой. У нас нет местных кеңешей на уровне областей. А как может назначать местных губернаторов или освобождать от должности премьер-министр, которому конституционно это право дано, без предложения местных кеңешей? Второй вопрос. Районных хакимов как можно назначать или освобождать, если местные кеңеши не инициируют и данный вопрос? В действующем нормативном правовом акте, то есть законом местного самоуправления, была система введена по предложению президента, рассматривалась кандидатуры и давались согласие местным самоуправлением. А сейчас это нету, прямой. Соответственно, вот это, казалось бы, два маленьких норма, она ведет к кардинальному изменению всего законопроекта, структуры законопроекта о местном самоуправлении. Вот почему, наверное, я предполагаю, Текебаев обратил внимание на то, что нужно
полностью, как говорится, ревизирую данный законопроект. Вы упомянули районные акимиаты в своем выступлении. Скажите, а насколько они необходимы? По сути дела, это такое некое промежуточное, передаточное звено между центральной властью и властью на местах. И это, в общем, достаточно серьезный административный аппарат, который занимается тем, что просто транслирует, скажем так, указания или решения от вышестоящих органов нижестоящим органам. Нужны ли они в этом случае? Почему бы не сделать прямую связь? Сегодня конституционно закреплено таким образом, правительство, она вертикально доходит до районного уровня. Исполнительный орган свою, как говорится, реализация своих полномочий, реализация своих программных действий, согласно действующего нашего закона, до районного уровня. Именно на районном уровне государство встречается с местным самоуправлением. Именно на районном уровне. И вот почему сейчас в новом законопроекте, который, кстати, предлагается именно фракцией депутатами, этот вопрос находился под очень жестким контролем Төраға Жогорку Кеңеш. И там четко поставлено на места, где роль местной государственной администрации и местное самоуправление. Более того, эти два закона разделены. Сабыр, у меня к вам вопрос. Почему правительство внесло законопроект, вот тот, который был на рассмотрении в Жогорку-Кенеше и который был завернут депутатами, почему именно такой вид носил этот законопроект, как вы думаете? Это вы лучше у правительства спросить. Ну, к сожалению, Но, у нас тем не здесь менее- ни одного представителя Тем не менее, я правительства попытаюсь нет. ответить, что в настоящее время сейчас у нас некий вакуум существует, потому что многие аильные кенеши уже срок своих полномочий у них истек, а новые не избраны. И в то же время многие органы на местах органов власти, они с приставкой ИО работают. Поэтому, видимо, правительство хотело преодолеть вот этот вот вакуум и быстрее назначить глав местных самоуправлений, я так думаю. Мелис, вы как человек, который работал главой Аил Акмату, наверняка хорошо знаете, вообще как происходит там жизнь, как там все складываются все вещи, как там обстоит жизнь. В чем основная, главная сложность руководителя? Ну, я вот избирался первый раз и прямыми выборами, второй раз вот косвенными. Я прошел два тура, и из них я все-таки пришел к мнению, что народ должен сам выбирать своего главу. Глава должен быть ответственен перед своим местным сообществом, он должен быть независим от районной власти. И в данное время, что вот этот законопроект, который сейчас уходит от правительства, что именно будет представлять кандидатуру главы аильного округа, будет аким представлять, я считаю, что там можно, пускай и аким представляет, но и местное сообщество здесь просто выпало, даже в лице местных кенешей. Местные кенеши даже не имеют, оказывается, права дать представление на кандидатуру главы. То есть решает только аким района, который пишет эти представления, отправляет их к губернатору, губернатор, посмотрев, отправляет дальше в Намсу. И когда эти две подписи есть, они потом его отдают на рассмотрение местных кенешей. Если дважды эти местные кенеши не утвердят этого главу, спущенного сверху, то правительство должно распустить местный кенеш. Хороший был вопрос, для кого работают главы или органы? Она работает на местное население, для людей. Заключается в том, что она должна качественно и предоставить все государственные услуги. И, как сегодня Ишимбай Байке сказал, что от уровня правительства доходит до районного уровня, и оттуда потом идет взаимосвязь между районом и местным сообществом. Вот сколько лет мы работали, это все вот эти делегированные права, которые нам говорили, что мы их исполняем. Мы все время исполняли их бесплатно. Хотя это было в норме прописано, что они должны обеспечиваться еще и финансовыми. Но до этих пор ни одно министерство не оплатило ни копейки за те услуги, которые мы оказываем, за делегированные права. И в новом законопроекте, который вот я тоже участвовал в разработке, уменьшили функции от 25 до 15, и остальные функции оставили делегированными, чтобы подкрепить финансовым, и мы работали. На местном уровне сейчас два вида налогов остается. Это сельхозналог и транспортный налог. И налог на недвижимость, он в сельской местности не работает, потому что нет у нас там таких больших особняков, которые бы обкладывались бы, ну, были бы налогооблагаемые. И поэтому мы, аильные округа, находимся все время в дефиците денежных средств.
тот бюджет, который мы с населением обсуждаем, утверждаем, в конечном итоге нам его не додают деньги. Вот те предприятия, которые работают на моей территории или на территории этого аильного кенеша, они отчисляют свои налоги в республиканские в виде акцизов, подоходный налог, отсюда все уходит. Вот такие бюджетные средства, которые уходят в центр, они никоим образом не стимулируют это предприятие, чтобы оно как-то помогало местному сообществу. Они, даже работая на этой территории, получается, оторваны от населения. И вот получается пропорция какая? Нету тут никакой пропорции. Вот местный налог, что есть, собирается, и все, что не хватает дотационному аильному округу, это дает Министерство финансов. То есть, по Вроде сути бы- дела, из тех денег, которые собраны с предприятий, И организации, которые находящихся находятся на там, вашей нашей же территории. Да. И также многие деньги вот, уходят от природных ресурсов, акцизный налог, например, подоходный налог. Если наше население работает на данной территории, значит и подоходный налог Всё можно идет было туда. поставить. Да. Но это получается, все уходит в центр, и когда обратно идет обратное перераспределение, я тут слышал хорошую фразу, эффект тающего бюджета. Оно просто расплывается, и никто не знает, куда сколько ушло. с другой стороны, это предоставляет огромную кучу возможностей для так называемых распилов. Правильно. Надя, у меня к вам вопрос. Вы представитель экспертного сообщества и человек, который уже давно занимается проблемой органов местного самоуправления. Высказывается мнение в определенных экспертных кругах, что если ситуация с органами местного самоуправления оставить так, как она есть сейчас, то в ближайшее время буквально, я уж не скажу даже в ближайшие несколько лет, страну ожидает новый виток социального напряжения. Вы согласны с этим мнением? Если согласны, то почему? Да, конечно, мы согласны с этим мнением, потому что деньги собираются и распределяются таким образом, чтобы искусственно держать аильные округа бедными, голодными, неспособными к самостоятельному управлению, неспособными к самостоятельному решению Для чего вопросов это делается, отдельного как вы назначения. думаете? Потому что это все делается в интересах вот этой самой пресловутой вертикали, потому что главы находятся в подчиненном положении, они все время в полусогнутом состоянии, с протянутой рукой у порога Минфина, у порога районного акимиата, у порога областной администрации выклянчивают какие-то деньги на выполнение своих собственных законом положенным им функций. И, соответственно, те, кто им дает деньги, причем у нас, знаете, хоть по закону это и не так, но эксперты знают и главы, я думаю, со мной согласятся, что у нас до сих пор бюджетные ресурсы являются предметом торга между соответствующими уровнями управления, Министерством финансов и местным самоуправлением. То есть если у тебя больше возможностей лоббирования, так скажем, и больше связей в Бишкеке, у тебя есть больше возможностей выполнить свою работу. Это вообще ненормальная ситуация. Но возвращаясь к вопросу о стабильности и нестабильности, вот Анарбек Касымович Исмаилов в сюжете очень правильно сказал, что для простого человека, живущего в селе или в городе, самый ближний уровень управления – это местное самоуправление. И именно местное самоуправление олицетворяет для него государственную власть, доступную на расстоянии вытянутой руки. И то, как она себя ведет, эта власть, люди на самом деле не всегда делают различия между местным самоуправлением и государством. Да? И то, как ведет себя местное самоуправление, насколько оно способно или не способно влиять на ситуацию, так люди и относятся к государству. И два поколения власти наступали на одни и те же грабли. Они строили вот эту властную вертикаль, высасывая ресурсы, делая вот этих глав, вот этот нижний уровень неспособным к решению проблем. Оно и привело к социальным коллапсам, которые мы наблюдали. И я хочу сказать, что причины каких-то политических игр, там семья, не семья, коррупция там на национальном уровне, это видимые причины айсберга. И не они были основной торпедой, которая разрушила вот эти что два же было в уровня этом управления. случае? А это была вот эта властная вертикаль, которая подточила основы государственности снизу. Это была искусственно созданная ситуация, когда глава, он смотрит не на людей, которые, ему по большому счету, он бы и хотел им помочь, да, но он не может им помочь. Ему главное отчитаться наверху, получить какие-то деньги наверху. И, собственно говоря, вот и пожинают. И очень Сабыр, жалко, пожалуйста. опасно, я прошу прощения, я закончу, что третье поколение власти, вынося тот же самый законопроект, снова рискует наступить на те же грабли и получить новый социальный. Табор, у вас комментарий, да, судя по всему? Я хотел бы
Я тоже был избран народом в 2005 году главой города. Нужно изменять налоговую систему. Система сборов налогов, вот как сказал мой коллега, когда больше было предоставлено прав местным самоуправлениям по сбору налогов, они резко возросли. Понимаете? Поэтому надо отдать сбор местных, всех налогов надо отдать местным самоуправлениям. Скажите, пожалуйста, у нас в стране очень много таких мест, где этнические меньшинства живут компактно и отдельно. То есть они не интегрированы в сообщество. Предлагая тот закон, который лоббируют наши некоторые представители НПО и другие организации, децентрализация власти, не приведем ли мы к таким столкновениям, как 90-е годы, 2010 года? Какие могут быть последствия той политики, которая сейчас предлагается, децентрализация и полная власть о местном самоуправлении? Спасибо. Я думаю, Надя, это к вам вопрос скорее. В чем отличие децентрализации от сепаратизма? Децентрализация призывает разделить вопросы на вопросы государственного значения и вопросы местного значения. Вот вопросы государственного значения — оборона, внешняя политика, национальная безопасность, общественный порядок, какие-то стандарты предоставления услуг — это вопросы государства. И они по властной вертикали должны управляться, никто с этим не спорит, никто в это поле не вмешивается. А вопросы местного значения — дороги, арыки, парки, скверы, уборка мусора, канализация и так далее, и так далее, и так далее, детские сады, содержание школ. Вот эти вопросы местного значения, они должны управляться сообществами на местах. И когда мы говорим о местном самоуправлении, мы говорим как раз об этой сфере ответственности. Во всем мире поняли, что нужно именно через самостоятельное местное сообщество, сильное в экономическом плане местное сообщество развивается страна, то есть корни страны там, в местных сообществах. Что произошло у нас? За 20 лет мы только говорим о местном самоуправлении, оно у нас существует только на бумаге, но в реальности ее нет, потому что мы на бумаге разделили местное самоуправление от центральной власти, но мы не дали полномочий, не дали возможности местному самоуправлению управлять, решать проблемы на местном уровне. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что не стоит бояться децентрализации, она не приведет к сепаратизму. Сепаратизм случится тогда, когда мы будем игнорировать интересы наших национальных меньшинств, наших соотечественников различных национальностей, когда мы будем дискриминировать их в доступе к социальным услугам по национальному признаку, по религиозному признаку. И в этом отношении, конечно, мы должны извлечь урок из прошлогодних трагических событий. Это работа нашего государства, это работа всего нашего общества, гражданского общества. Я думаю, просто нам надо будет выполнять требования новой конституции относительно формирования власти на местах. Исполнительного органа и представительного органа. И главным вопросом в этом смысле, вот, Ишимбай правильно сказал, что здесь необходимо обеспечить разграничение полномочий, четкое разграничение полномочий. Делегированные полномочия — это полномочия правительства или государства, а собственные полномочия — это полномочия по выполнению собственных функций. И если по Конституции предусмотрено, это делегированные полномочия передаются законом или же договором, это условие должно выполняться. Действительно нужно сделать децентрализацию, дать самостоятельность, дать возможность работать, формировать свой бюджет на месте. Вы говорили, что правительство будет укреплять вертикаль власти, и это будет на уровне района. В прошлом году местным бюджетам позволяли получать 35% от подоходного налога. В этом году этого налога нет. Получается, все 459 айлық мөтө, как говорила Надежда Добрецова, пойдут оббивать пороги сначала районного уровня, потом все побегут в Минфин. Потому что, к сожалению, каждый раз, когда речь идет о финансовом обеспечении местного самоуправления, Минфин ставит такую позу и очень ожесточенное сопротивление со стороны Минфина. Дальше, налог с продаж. Во всем мире, я, наверное, повторяюсь, мы опять удивляем мир, во всем мире налог с продаж является местным налогом. В прошлом году 50% этого налога оставались в местном бюджете. В этом году этого нету.
Почему бы этот налог не оставить в местном бюджете? Тогда, как Исмаилов эксперт сказал, тогда у местных самоуправлений было бы достаточно средств, и они не шли бы в Бишкек бастовать на площади, они на местах могли бы решать, у них средства были бы. Поэтому, уважаемые депутаты, необходимо также рассматривать и налоговый кодекс, и закон о республиканском бюджете. Если взять наши законы, то все они пишутся не под местное самоуправление, а под сохранение вертикали власти. И это в интересах определенных людей и представителей определенных, наверное, партий. И раз мы выбрали демократический путь развития, местное самоуправление – это основа этого всего. Люди должны управлять, люди должны, как говорится, сами строить свою жизнь, люди должны жить лучше, и каждый гражданин достоин этого. Должен жить такой достойную, проживать жизнь. Почему я говорю об этом? Потому что все-таки мы все живем, у нас все города и все поселки, села переведены на принципы местного самоуправления. Мы все живем в органах местного самоуправления. Так, естественно, мы хотим жить лучше. Не так, как это сегодня у нас происходит. Но мы надеемся, что все-таки со временем придем. И только через развитие самих местных сообществ и местного самоуправления. Реформирование местного самоуправления не должно сводиться только к изменению закона о местном самоуправлении, поскольку у нас в законодательстве за 20 лет существования Кыргызстана имеется массив законов, которые очень сильным бременем ложатся на ответственность местного самоуправления, возлагают ответственность местного самоуправления по всем вопросам, отраслевым вопросам. Это в сфере здравоохранения, в сфере социальной защиты, в сфере медицины, образования. Там различные отраслевые законы, которые просто обязывают органы местного самоуправления реализовывать какие-то полномочия. Но, как мы говорили, без адекватного финансирования всех этих государственных полномочий органы местного самоуправления сегодня не смогут надлежащим образом исполнять эти функции. Последний вопрос. Что необходимо сделать для того, чтобы органы местного самоуправления стали эффективны? Первое, это самый главный вопрос, это создать им правовую базу, которая позволит именно местному самоуправлению решать вопросы самостоятельно, так, как они считают нужным. Надежда. Я считаю, что местное самоуправление необходимо каким-то образом вывести из политического поля и дать ему возможность заниматься тем, для чего оно, собственно говоря, создано, в чем его природа. Создавать условия для жизни, для развития человека. Нужно уделять больше внимания к местному сообществу, развивать его. Если у нас будет хорошее развитое местное сообщество, все вопросы, если население будет решаться на местах, то центральной власти, в принципе, уже будет нечего делать. МСУ – основной уровень государственного устройства, который влияет на развитие человека. И только когда власть проявит политическую волю и разовьет МСУ до того уровня, когда МСО будет решать местные проблемы, а не проблемы власти, мы станем по-настоящему называться «Открытый Кыргызстан». Я Александр Шахназаров.